Районная сессия сегодня прошла в полилингвальном комплексе Адымнар. Его в Альметьевске открыли в минувшем году. Как отмечают, одна из основных задач района – подготовка и привлечение квалифицированных кадров. Перед началом заседания состоялась выставка образовательных учреждений района. Они представили проекты, которые разработали студенты и преподаватели. С наработками для нефтянки, стройиндустрии, нефтехимии и других сфер ознакомился Рустам Миниханов. Когда у нас при оседании на нижней стенке скважины оседает порода, выбранная порода, у нас происходит прихват определенного инструмента. Я предлагаю для решения этого использовать винтовые накладки. То есть, принцип действия. Через каждые 3-4 трубы. От того, сколько там градусов, меняется уже то количество электроэнергии, которое требуется для того, чтобы жидкость у нас поднималась. Альметьевский филиал КНИТУ УКАИ улучшил конструкцию центробежного насоса, который используют нефтяники. В результате КПД вырос и сравнился с импортными аналогами. Мы изменили геометрию. Это как бы там сложная такая у них геометрия. Отклонение на 1 градус меняет в корне все показатели. Эти колеса делаются у нас в России. Да, вот, а именно КПД повысили до уровня зарубежных производителей. Сейчас экономика Альметьевского района успешно развивается. В минувшем году отгрузили продукции более чем на 1,5 триллиона рублей. Это почти 40% всего промышленного производства республики. Средняя зарплата здесь выше, чем в республике, почти 64 тысячи рублей. В рейтинге социально-экономического развития Татарстана Альметьевский район занимает первое место. При бурном экономическом росте возникла проблема нехватки кадров. Пока узкое место для нас – это, конечно же, человеческий ресурс. Уровень безработицы низкий. И, казалось бы, этим можно гордиться, но фактически это отражает острый дефицит кадров. Это приводит к негативным тенденциям. Перегрев рынка труда, острая конкуренция за сотрудников между предприятиями. Сейчас в районе живут более 200 тысяч человек. Рост населения сдерживают нехватка жилья и социальной инфраструктуры. Рустам Миниханов отметил, для застройки Альметьевска нужно более рационально использовать территорию. Все наши проекты, они должны очень грамотно планироваться. Вот, тем более у территории больше нет пространства развития. Надо сейчас структурировать комплексное развитие территории. У нас институт пространственного планирования, вам надо активно в этом направлении работать. И, конечно же, каждый квадратный метр грамотно, правильно должен быть использован. Сегодня с участием Рустама Миниханова здесь открыли новый детский сад «Алсу». Он заработал в одном из молодежных микрорайонов. Это 3-й садик в комплексе. Учреждению РаИС Татарстана вручил сертификат на 100 тысяч рублей. Выражаем огромную благодарность за такой прекрасный подарок — современный детский сад. Градообразующим предприятием района является Татнефть. В минувшем году предприятие увеличило добычу и переработку нефти. Компания инвестирует в местную экономику и участвует во многих социальных проектах. Так, благодаря Татнефти в городе развивается общественный транспорт и сеть велодорожек. В социальные проекты за год вложены 25 миллиардов рублей инвестиций. Татнефть, как крупный налогоплательщик, конечно, активно участвует в жизни нашей республики. Мы понимаем значимость нашей стабильной работы, и, несмотря на все внешние вызовы, продолжаем развиваться, наращиваем нефтедобычу, нефтепереработку, нефтехимию, запускаем новые производства и постоянно ищем новые точки роста. По итогам прошедшего года практически все наши производства, бизнесы, как сейчас принято говорить, сработали со знаком «плюс». Многие реализованные в республике за последние годы проекты, направленные на повышение качества жизни граждан, во многом стали возможными благодаря компании «Татнефть». Хочу поблагодарить за это трудовой коллектив предприятия в лице генерального директора Наиля Маганова. Аплодисментами давайте. Наша ведущая компания, на самом деле, во всех проектах участвует. Для района Рустам Миниханов обозначил несколько задач. Первое – развитие малого и среднего бизнеса. Городу, району надо активно вовлекать больше и больше возможностей малый и средний бизнес. Тем более, значит, Тимур Романович, он огромный опыт, он отвечал за всех предпринимателей, защищал их. И он знает, как эту работу организовать.
Также району нужно подтянуть сельское хозяйство, особенно производство молока. Вы производите всего 44 тонны молока в день. Если взять Азнакаевский район, он почти 200 тонн производит. Если взять Купмарский, 415 тонн. Это говорит о чем? Если взять бонитет почвы, у вас бонитет почвы значительно лучше, чем Купмарский, да и все другие районы. Импульс развитию Альметьевска должна дать Высшая школа нефти. Ее созданием занимается Татнефть. Ожидается, положительный эффект будет не только для экономики и науки, но и для всех сфер жизни района. Дмитрий Айрин, Ирик Хабибуллин, ТНВ, Альметьевск.